История о том, как ингуши, обманув чеченцев и кабардинцев, переселились на равнину. Терский сборник, том 3, часть 2. Постепенно ингуши также начинают выселяться около половины 18 столетия на плоскость и селиться при входе в Дарьяльское ущелье. Они подпадают под владычество кабардинцев, а часть их считается подданными аксайских или кумыкских князей Шамхала Тарковского. Кабардинцам они платят дань по одному барану или железо на одну косу, вплоть до начала 19 столетия. Первобытная религия чеченцев и ингушей, страницы 49 и 50. В 1810 году ингуши заключают договор с командующим Владикавказской крепостью полковником Дельпоце, в котором, присягая на верноподданство России и выговаривая себе свободу от дани кабардинцам, обязуются к проповедованию введения у нас магометанского закона эфендис, мулов и прочих особ духовных магометанских отнюдь не принимать, не допускать и мечети не строить. Они говорили: «Мы считаем врагами российскому престолу и себе всех окружающих нас магометанского закона народов, каковыми являются чеченцы, кумыки и кабардинцы». Однако полковник Дельпоце в своем рапорте генералу Булгакову поясняет, что ингуши – народ кичливый и вероломный. И действительно, войдя в тесную связь с кабардинцами и чеченцами, они переселились все из окрестностей Владикавказа на место, именуемое Назрань, приняли мул, построили мечети, приступили к исповедованию магометанства и обязались как кабардинцам, так и чеченцам платить дань. На вид они остались подданными России, потайно принимали участие в грабежах чеченских партий. Когда же сами они стали терпеть от соседей, опять заговорили о русском подданстве. Даже в те времена ингуши проворачивали свои подлые махинации. Для этого и нужно изучать историю, чтобы не повторять ошибки 1992 и 2009 тому подтверждения.